География профессиональной деятельности этого человека весьма обширна. Он ставил танцы в госансамблях Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Башкортостана. Причем ему заказывали постановки не только чеченских танцев, полюбившихся зрителям в исполнении вайнаха, но и свои, национальные, а случалось и танцы разных народов мира. Музакаев Дикало Абузидович родился 24 марта 1960 года. Народный артист Российской Федерации. Закончил Московский институт культуры, прошел курсы испанского и аргентинского танца. Руководит государственным ансамблем танца «Вайнах». На данный момент занимает должность министра культуры Чеченской Республики. Дикало Музакаев родился в селении Романовка Целиноградской области, Республики Казахстан, в семье служащих. Он был пятым ребенком в семье. Как и все дети, будущий великий танцор не относился серьезно к своим увлечениям, хоть и познакомился с танцем в довольно раннем возрасте. Мое знакомство с танцами происходило так же, как происходит у всех чеченцев, в чеченской семье. От рождения ребенок, когда начинает ходить, первое, что его просят сделать и родители, и гости, это станцевать, и за что ему потом делать вознаграждение в виде сладости или денег. Вот эта добрая чеченская традиция и заставляла уважать танцевальную культуру, прививала любовь к чеченскому танцу. Свое детство я помню так. Я помню Музаки Малц, который так сидит на поднаре, на груди у него дечк-пондер, он начинал играть, трогал струны, и когда переходил на танцевальную мелодию, он вот окидывал взглядом круг и давал мне знак, чтобы я шел танцевать. Ну, перечить я ему не смел, это очень суровый человек был. Я шел танцевать. Сначала я это делал безо всякого удовольствия, только из-за того, что я его боялся, потом так и полюбил этот танец. Природный талант и тяга к танцам привели 8-летнего мальчика в самодеятельный коллектив сельского дома культуры села Серноводск, которым руководили бывшие солисты прославленного ансамбля «Вайнах». Возможно, именно этот факт определил профессиональный путь будущего артиста. Когда было мое первое выступление, кто танцевал, кто когда-то начинал, он может вспомнить, насколько это тревожно, волнительно, это какой-то кошмар. То есть забываешь все на свете, когда первый раз выходишь на сцену. И так волнение, первый выход на сцену, то есть полный зал зрителей, шум, гам, объявляет нас, мы выходим, а я солировал в этом танце. Я выхожу, танцую, солирую и встречаюсь взглядом со своим отцом. А он стоит в конце зала, он зашел в дверь, высокий у меня отец, по 2 метра ростом, широкоплечий. Он в шляпе зашел, в длинном пальто, в шляпе вот так стал и смотрит, и мы с ним взглядом встречаемся, и я и то, что знал, забыл. То есть я не помнил, где я, где зритель, что мне дальше делать, что-то я там, может быть, что-то сделал, но, безусловно, это было далеко не то. Моя задача была быстрее уйти со сцены. И потом, когда я ушел со сцены, мои преподаватели в недоумении: Дикало, ты же это хорошо делал, что с тобой? А я сказать им это не могу. И надо на следующий танец выходить через номер. Я говорю, я не выйду. Они: перестань, ты не волнуйся, у тебя все хорошо получилось. Я говорю, отец в зале, я не выйду. И они посмотрели в зал, отца уже не было, он ушел. Они говорят, нету твоего отца в зале. Моего-то отца все знали. Нету, говорит, твоего отца в зале, мы смотрели. Ну, после этого я вышел. Ну, конечно, это уже было далеко не то, что я мог бы сделать. И после концерта я иду домой, подошел к своей калитке, не рискнул зайти туда, ушел к дяде Сайдамаду. Я что это, ушел к нему, а отец пришел домой и спрашивает после работы: Дикало Мичал. Мать говорит, он у твоего брата.
Он понял, почему я туда ушел. Вот, пусть идет домой, все нормально. У него это хорошо получается, пусть танцует. Повзрослев, Дикало первым делом поступил в культпросвет училище, затем в ансамбль «Войнах», потом в военный ансамбль Северо-Кавказского округа. Первый свой танец поставил там. Но постепенно Дикало стал понимать, что ему надо ехать учиться танцу профессионально, потому что чем больше он поднимался вверх, тем отчетливее понимал, что без танца уже жить не сможет. А для этого нужно было профессиональное образование. Когда поступал в Московский университет культуры, он сейчас, раньше он институт культуры был, уже будучи абитуриентом, я был определен как староста курса. Но так случилось, что еще на госэкзамене решилась судьба танцора. Госэкзамен проходит Топай Лимбаев, художественный руководитель ансамбля «Войнах». Он посмотрел наш госэкзамен и двоих нас выбирает, говорит, ты и ты, подойдите сюда. Мы подошли, а он с присущей ему такой беспардонностью, он говорит, так, вы можете радоваться, я вас беру в ансамбль «Войнах», завтра зайдете, напишите заявление Тимуркаеву Виктору Янурсаевичу, там директор, скажете, что я вас направил, если будете хорошо работать, может быть, я вас еще в Америку возьму. Ну, так мой товарищ обрадовался, я говорю, на Атаре я посмотрел, я говорю, извините, а я не собираюсь в «Войнах» идти. Он так посмотрел на всех, удивленно так, он аж онемел. Он, как ты смеешь мне такое говорить? Да ты радоваться должен, нахал. Я тебя беру в «Войнах», а ты говоришь, не пойдешь. Я говорю, я не пойду туда, я не хочу туда идти. А Атарий Шалович Мунджишвили мне глазами показывает, мол, молчи, ничего не говори. И он возмущенно оттуда встает, уходит. Потом меня вызывает Резида Юсуп, он директор училища, он, оказывается, туда пошел. Ну, так и так, говорит, мол, ваш выпускник, я предлагаю ему прийти в ансамбль «Войнах», там еще, мол, выбирает. Ну, как-то сказал, что плохо воспитываете. Потом мне Атари Шалович говорит, Дикало, это твой родной коллектив, руководитель, уважаемый человек пришел, тебя отобрал, будет некрасиво и неправильно. Я знаю, что ты туда был настроен идти, иди в «Войнах». Когда он сказал, конечно, я не мог не послушаться. Вот так я пришел в «Войнах». Честно говоря, ни минуты не жалею. В 1992 году он стал одним из основателей государственного ансамбля фольклорного танца «Нохчо», который спустя 4 года был объединен с ансамблем «Войнах». В последние годы Дикало Музакаев осуществил 9 постановок в Ингушском национальном ансамбле, работал с академическим ансамблем имени Фази Гаскарова в Уфе, с ансамблем «Кабардинка». Первые вот такие серьезные работы я начал как постановщик, как главный балетмейстер этого коллектива и как директор, как руководитель начал работать именно вот с того периода, с 91 года. Создали хороший коллектив, он просуществовал до известных нам августовских событий 96 года. В феврале 2001 года Дикало Музакаев стал руководителем Чеченского государственного ансамбля танца «Войнах», в котором в юности, в 1978 году, началась его творческая биография. Ему предстояло возродить ведущий творческий коллектив республики, практически прекративший существование с возобновлением военных действий осенью 1999 года. Артисты, став беженцами, разъехались кто куда. Многие уже разуверовали то, что с этого что-то серьезно получится. Но когда они увидели вот и мои решительные действия, и Министерство культуры, которые так старались чем-то помочь, делать все, но главное, конечно, главный организатор и главное внимание уделял Ахмат Абдулхамидович уверенно,
шел к этому, он помогал нам. И ничего другого не оставалось делать, как взяться за работу и хотя бы одну сторону взять на себя и показать результат. С такого, можно сказать, нулевого уровня пришлось восстанавливать ансамбль Дикалу Абузедовичу, вернувшийся в родную республику из Ингушетии по приглашению Ахмата Хаджи Кадырова. Лидер Чечни знал, кому вручать судьбу ансамбля, который является визитной карточкой не только культуры, но и всей республики. Я говорю: Ахмат Абдулхамидович, вот я вернулся домой, меня назначили в ансамбль «Вайнах» руководителем, мы мальчики. Вот я хотел бы с вами пообщаться, узнать, насколько это серьезно, нужно, это не нужно. Он говорит: как же не нужно, о чем ты говоришь? Я ждал клич по всей России, чтобы все творческие люди возвращались домой, преподаватели, врачи, артисты, все нужны дома. Вот если вы все вернетесь, тогда люди поверят, что это серьезно, что наладится мирная жизнь, особенно артисты, если начнут выходить на сцену, если футболисты заиграют, команда начнет побеждать на спортивных площадках, спортсмены начнут завоевывать золотые медали. Вот тогда люди поверят, что есть республика, что наладится мирная жизнь. Очень правильно ты сделал, что вернулся, вот, и теперь что, как вы видите, когда война выйдет на сцену? Я говорю, меня вчера только представили, там положение очень плохое, то есть ничего нет, кроме людей, и то они давно форму потеряли профессионально. Я говорю, где-то год надо. Минимум год надо было, чтобы ансамбль. Он, каких, ни года, ни полгода и не говори. Я говорю, я работать люблю, работы не боюсь, я трудоголик, но я не волшебник, я не смогу раньше. Я помню его слова, он говорит: а вот ты сделай невозможное, вот ты мне этим докажешь, что ты мне соратник, товарищ. А война, это моя главная цель, чтобы война вышла на сцену быстрее, днем раньше. Глава Чеченской Республики Ахмат Хаджи Кадыров по достоинству оценил вклад Дикала Музакаева в дело возрождения культуры Чеченской Республики, представив его к почетному званию «Народный артист Российской Федерации». Указом главы государства Владимира Путина о награждении художественного руководителя государственного ансамбля танца Чеченской Республики «Вайнах» вышел в марте 2004 года и стал знаменательным событием в культурной жизни всей республики, так как никто до этого за весь постсоветский период не удостоился высшего артистического звания страны. Дикалу Абузедович стал первым. Я помню, это было утром, рано, выходной день был, и у меня семейная пара такая работала, Хусейн и Ирина Магомедова. Я во дворе там с дровами возился, и стучат в калитку, кричат: Дикалу, супругу имя называют, чтобы мы быстрее открыли. Я открываю ворота, и они оба на меня обнимаются, прыгают на меня. Я говорю: что случилось? Мы по радио слышали, по московскому радио, сказали, что тебе народного артиста России дали. Конечно, я знал, что я был представлен Ахматом Кадыровым к этому званию. Но я не думал, что это так быстро произойдет. Конечно, это высшее звание, это волнительно, это трогательно. Но это и было вознаграждение Ахмата Хаджи Кадырова за мой труд. 21 июня 2006 года состоялась премьера новой программы в постановке Дикалу Абузедовича «Под небом вайнахов», которая стала новым этапом в развитии современного чеченского танцевального искусства. В 2008 году и автор программы, и коллектив, ее исполняющий, были награждены правительственной премией Российской Федерации. У нас есть такая хореографическая композиция, и сегодня она у нас в программе «Под небом вайнахов», где показывается обряд, который символизирует великое уважение к женщине в чеченском обществе. Потому что женщина, она ценна в чеченском обществе, уважаема и почитаема во всех отношениях к ней и от нее.
13 марта 2007 года указом руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова Дикало Музакаев был назначен на должность министра культуры Чеченской Республики. Он, заняв руководящий пост, попросил разрешить совмещение должности художественного руководителя ансамбля «Войнах». Вечером мне позвонил Адам Делюхан и говорит: Дикало, ты где? Я говорю: на работе в ансамбле «Войнах». Я говорю: а кто это меня спрашивает? Он говорит: Адам Делюхан. Я говорю: что случилось? Он говорит: ты срочно подъезжай ко мне в Жалке. Да, в Жалку. Надо поговорить. Я подъехал, там прямо у въезда в Жалку много машин стоят. Я выхожу с машины, подошел к Адаму, он говорит: садись ко мне в машину, ключи отдай, за нами поедут. Но он мне ничего не говорит, спрашивает про работу, как ансамбль поживает, какие гастроли, все ли нормально у меня. Ну, я так успокоился, потому что не знаешь, почему позвали, для чего, вечером это. И приехали мы в Гудермес, меня завели в здание, клуб «Рамзан», напротив там было здание двухэтажное. Посадили в приемную, сказали: вот здесь сиди, жди, тебя позовут. Ну, я ждал, подождал немножко, потом меня позвали. Захожу, а там Рамзан Ахматович сидит, новости смотрит. Ну, поздоровался с ним, говорит: присаживайся, посмотрим новости, потом поговорим. Ну, чай налили мне. После новостей он спросил, как работа в ансамбле. Я ему вкратце рассказал. Потом он спросил, как в целом я оценил бы состояние развития культуры в республике, что нравится, что не нравится. Поговорили мы. И потом звонит Рамзану Ахматовичу, чиновник звонит. И он, отвечая ему, улыбается в мою сторону и говорит: вот сижу с министром культуры, чай пью, новости смотрим. Но я так подумал, что он пошутил. И он туда же, потом он говорит, вот, своему собеседнику говорит: вы там подготовьте указ о назначении Музакаева на должность министра культуры и подготовьте мне представление его. Я поеду его представлять завтра же. Вот так состоялось мое назначение. Я, честно говоря, и там до конца не верил, и понять не мог, что это происходит. Сейчас Дикало Музакаев продолжает быть генератором творческого процесса и в ансамбле «Войнах», и в ансамбле песни и танца «Нохчо». Глава республики поручил министру взять под опеку и этот молодой коллектив. Жажда творчества не отпускает, и он выкраивает часы из плотного министерского графика, чтобы встретиться со своим родным коллективом, прикоснуться к главному делу жизни, девизом которого могут служить слова, которые он любит повторять: «Я в танце воспеваю свой народ». Еще в детстве он серьезно увлекался рисованием. Дикало и сейчас, в свободное от работы время, берет в руки карандаш и пишет эскизы сценарных костюмов для родного ансамбля. Его рабочий день заканчивается глубоко за полночь. После трудного рабочего дня он приходит в репетиционный класс, ставший частью его судьбы, и продолжает заниматься у станка, оттачивая свое мастерство и технику. Чем больше признаний публики, чем больше известность, чем больше популярность, тем больше ответственность. Если сам человек уважительно относится к своему делу, если он ценит, уважает себя в своем деле и не может жить без этого дела, это становится синтезом. Тогда такого человека уважает все общество. Моя мечта — театр, танцы народов мира. Я об этом несколько раз говорил Рамзану Ахматовичу. Я счастлив, что он нашел понимание, дал мне добро на восстановление этого театра. Вот одна из моей мечты — это мечта, чтобы заработал этот театр. Самая большая мечта, чтобы все-таки
у чеченцев был свой музыкальный театр. Еще в школе Дикало написал в своем сочинении «Счастье – это когда люди вокруг тебя счастливы, и им ничего не надо». В этом весь Музакаев. Судьба подарила ему возможность пронести творчество через жизнь и дарить радость всем, кто его окружает. Ведь не зря сказано, что танцор – это сосуд, наполненный счастьем.